Кукуреч. Да, вот кукуреч мы здесь попробуем. Мы сейчас туда зайдем. Kolay gelsin. Kolay İyi günler. Вот это место, которое не рекламирует себя никакими марками, не марками. Но здесь отличный, полный кукуреч. Что такое кукуреч? Это кишки ягнят. Это не просто овца, баран, это не старые, от 6 до 12 месяцев, которые на шелковую кожу пускают. Специальный вид кожи тонкий, двусторонний, да, вот куртки, не куртки, вот это вот. Ипек дери называется. Так вот, этот кукуреч, Мирована, kolay gelsin. Они наматывают на шампур или же надевают уже на самого себя, такой вот моток делают. Но кишки должны быть хорошо вымыты. И тем не менее вымыты так, чтобы остался жир брюшной. И вот на брюшном жире оно... О, пожалуйста. Вот. И знает, кому дать, да? Можно в хлебе, можно в тумбик, это пиде такое, пита. Можно в лаваше, но в хлебе самое то. С приправами опять. Приправы такие: перец, острый пулбибер, кекик, который я тоже люблю использовать, соль. И почему солят позже? Чтобы Не текла. чтобы не жесткое это было. И это чистый белок, без крови. Я имею в виду, что как мясо. Оно. А там на втором этаже есть, да, здесь есть? А что, хочешь на второй этаж сейчас? Сейчас прям хочешь? Когда? Сейчас пройдемся и придем, покушаем здесь, потом попробуем лахмаджун и так по очереди. Biz bir yürüyüş yapıp geliyoruz. Tamam? Сейчас. Это кимьон, римский тмин. Тоже наши любят его, кстати. Смотри, это вообще... Это ж Это реально большая порция. крупно можно нарезать, мелко можно попросить. Видишь, мякишку можно припрячь, мякишку можно вытащить. Это вот. И посмотрите, порция судя по тому, что здесь сидят иностранцы, конечно, отличается порция. Нет, вот он сейчас Они- готовил две разные Да, мяса. две разные методики. Ал Лиля, ал. Супер. Смотри, Да. здесь бараньи головы есть. Gidiyoruz birazdan. Görüşürüz. Memlekette mi sansürlerin diye? Aynen, Kırım'dan. Boş değil mi bu? Dolu. Sağ olun. Ну, куда хочешь? Хочешь сюда сядь, облокотишься. Так, пол хлеба я могу попросить. Или 2 черек хотите. Что хотите? Что? Пол хлеба, ярым или черек. Черек 1/4. По половине съедите? Так что, Нет, я черек. ну, 2 черека тогда вам. Ты не будешь, что ли? Нет, я не буду. Ярым есть Истамбул с помидорами и есть просто обычный по-измирски. Какой лучше, давай? Один пусть такой, другой такой, и все. Yarım beyler. Hemen ha. Evet. Bu sene bana gelse al 5'ten değil mi? Я мен... Niye mi? Ha? Yani şu masayı bir toparlar mısın canım? Domatesli biberi. Это с Томаты. помидором, стамбульский, стамбул уссюльлü. Ага, о, красиво. Смотри. Так. Чуть-чуть мало места мне снимать. Это вкусно.
Да? Так что, Лейла, пробуй. Но Потому это что не для твое. всех. Это то, что в моем детстве было, я поэтому это люблю. Кто жирное не любит, они не понравятся. Это жирное? Это не то чтобы жирное, это знаешь, вот у нас же была такая традиция, внутренние органы брали, через что сделали вот такую жарку. Это очень похожее по вкусу. Сало. У тебя другой чуть, видишь? У меня без томата. Сади, измирский вариант. У тебя измирский, а у тебя стамбульский. Есть еще анкарский вариант. Я припасла себя на чай, кофе и что-тенькое сладенькое. Мне нравится вкус. Сладенькое должно быть обязательно суплач. У меня острое. Я предлагаю обменяться. Поменяться? Она всегда так делает. Ну ладно, это же Она какая пользуется тем, что разница? я Все в не одну могу семью. нет сказать, понимаешь? Два желудка, но одна семья. Здесь тоже острое. Ну, без этого никак. Потому что Жирно не кукуреч ешься без острова. без острова это никак, ты его не съешь. Это вот как, знаешь, вот это вот карен просто вот так есть, без сливочного масла, не хорошо, не прожаренный, а вот сваренный, знаешь, вот такой вот. И ты ешь, и у тебя во рту вот это похоже. Я пробовала просто. Поэтому я уже на острое, ну, неважно, высыпать, не высыпать, но ем. Потому что когда вот ешь такое вот, оно очень хорошо переваривается. Особенно в горячую, вот в такую жару, в Дубай, оно тебя разогревает еще. Ну, еще острое, оно запускает желчные работы. Да, желчного. И мне легче оно переваривает. Да, там на лице, ну, что теперь? Проехали. Ну, что делать уже? Ничего не делать. Мне очень нравится, но здесь начинки много. Одну порцию съедаешь целую, на полдня хватает. Ну, если во второй половине дня съедаешь, то нормально. До вечера гуляет. Хорошая вещь. Dışarıdan oturabilir misin? Sen böyle Это острое. Чуть-чуть. Она дает немножко вкуса, такой вкус, и лучше идет. Vkusu sağ ol. Sağlık, çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Elinize sağlık. İyi günler. Здесь можно попробовать хамси тава, например. Тоже свежачок дают. Поэтому говорю, фуд-стрит это Кадыкёй. Здесь мы уже видим совершенно другую ценовую политику, да? Помидоры, которые мы купили по 50, здесь уже 150. 150. Вопрос почему? Потому что здесь купляются рестораны дальше, которые белые скатерти, таверновые.
такие Разве вот. ресторанам не надо ехать куда-то подешевле и посвежее Не, покупать? ну, не совсем. Иногда не хватает, когда товара, они берут здесь. Так, мы сейчас... Известный туршуджу. Озан туршу называется. Озджан туршу. Известный, это прям самый старый, один из самых старых туршуджу. Посмотришь, смотри, все органика. Ну, скажем так, органика, понятное дело, теоретическая. Потому что в прошлый раз, когда я смотрела состав, не все соответствовало реальности. Ну, шалгам суюм, красная морковь. Аджисыс, татлы, как они написали. Туршу суюм, это рассольчик такой-сякой. Аджи-сос, острый соус, это прям вот зеленого перца, ну, который вот острый. Арабиата. Понятное дело, это чисто украшение, потому что есть его невозможно. А ты пробовала Но мандарины? нет его, невозможно его есть. Это даже не мандарины, это турунч называется. Дикий мандарин, который растет на дереве, это чисто это для всё украшения. для красоты? Да, многое для красоты. Сейчас я возьму туршу, нам порцию. Туршу, порцию туршу, стаканчик туршу. Что, вы попробовали? Давай я возьму. Видишь, они... Hocam bir bardak turşu denemelik yapar mısınız? Видишь? А вот это? Это слива. Алча, которая туршу. Все. Ты еще касаемо убью? Там, нам сам. Держи. Вот с этим. Сначала Это набор выпиваешь. такой, Да, это такой набор. Солененькая? Туршу порцию. Чуть-чуть перчик щипает, чуть-чуть аккуратненько. Очень приятно, с мясом. Да? Сам. Это Похоже, место, похоже на бочку. куда водят бочки экскурсии. тушу. Мы приводим сюда по 30 человек, по 40 человек, да. Заранее звонишь, резервируешь и все такое. Они привыкли работать, поэтому у них вот эти порционные туршу. Во-первых, почему? Идите сюда ближе. Идем, Лейла, идем. Вот эта порция, почему именно, почему именно таким образом сконструирована? Немногим дальше, когда мы дойдем до конца улочки, мы увидим пивнушки. Первый трамвай, последний трамвай такого типа, да, типа бары, джинджер и так далее. Но до баров будут уже солидные рестораны. Знаешь, чисто такие вот, где вечером до 2-3 закисаешь, зависаешь. И туршу – это первое, что открывается для того, чтобы похмелье, да? Запить, заесть, понимаешь, вот это вот Я не знаю, но обезвоживание. Поэтому здесь один туршуджи, второй, третий, четвертый. Так что оставляю тебе визитную карточку, твою новую карточку. Держи. Гюле-гюле куллан. И, видишь, пробиотик. Пробиотик, да, там Конечно. ферменты У очень. них, значит, даже кимчи собирают. Знаешь, баклажаны, вот как наши. Это помидорчики такие. Стакан стоит 60 лир. Ну, Pickle is a side dish in the winter mostly. In the summer we prefer judging. видишь, это вот приводит группу шалфей горный. Это козьи рога, как говорится, кичибуй нужо. Это хлеб святого Яна. Из него когда-то делали муку, и его из Южного Кипра и вообще из Кипра тоннами забирают французы. Почему? Потому что в нем есть специфичный аромат, его используют при укреплении духов. Но когда его перемалывают, да, он порошок с молоком, вкус какао, а-ля какао, но на кашель очень хороший.